Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я хотел бы поговорить о значимом для меня, для многих башкирских националистов событии, но, к сожалению, незначимым для сегодняшней башкирской власти. 28 ноября, это по новому стилю или по старому стилю 15 ноября, свершилось 105 лет с момента, когда образовалось башкирское государство, Республика Башкортостан, первая башкирская республика. 105 лет назад башкирские национальные деятели во главе с Ахмедзаки Валиди, он тогда был у них самый старший, пользовался непререкаемым авторитетом, ну и вся его команда, да, Мстислав Кулаев, Бигбов, там, да, Манатов, Шейхзада Бабич, ну и так далее. Очень много было там башкирских деятелей национальных, которые все вместе дружно работали над созданием этой государственности нашей. Так вот, они все вместе, так называемое башкирское шуро, центральное шуро, объявило 15 ноября, это вот, если по-нашему сегодня брать, это 28 ноября, о создании башкирской республики под названием Башкортостан, Башкирской автономной республики. Тогда она должна была входить в состав Федеративной России. Камуч, да, это комитет учредительного собрания, которое располагалось, правительство вот этого Камуча, она располагалась в Самаре. Они поддержали Башкирскую республику. Также надо отметить, что признали Башкирскую республику и Украинская республика тогда, да, которая образовалась. Поэтому так, а в декабре уже 2018 года всебашкирский Курултай, третий всебашкирский Курултай под названием учредительный, он, скажем так, одобрил решение Башкирского центрального шуро о создании республики башкирской, республики Башкортостан. Вот это вот эпохальное событие, которое тогда произошло 105 лет назад, оно многим до сих пор как бы не оценено достойно. Многие считают, ну как бы было и было, да, то есть надо понимать, что наши башкирские национальные деятели, лидеры тогда, век назад, совершили огромный прорыв. Об этом Айрат Дильмухаметов также говорил в своих видео. Свершилась наконец-то мечта многих наших башкир, целых поколений, которые воевали за свободу, за создание своего собственного государства какого-то, да, то есть Алдар Батыр, кто не знает, да, поднимал восстание за то, чтобы Башкортостан стал отдельным ханством. Вот, даже Карахакала тогда, да, поднимали на Белой Кашме, выбрали башкирским ханом. Это был последний хан наш башкирский у башкир. Так вот, свершилось, наконец-то башкиры создали свою собственную государственность, пусть, да, в составе там той Российской Федерации, которая тогда намечалась была, должна была после учредительного собрания, то есть, да, свершиться. Но что пошло не так? То есть, кто не знает, да, то есть наши башкиры создали, почему наше башкирское правительство и нашу башкирскую республику, скажем так, уважали, признавали те деятели белого движения. Почему? Потому что в первую очередь надо здесь признать, что у башкир была своя армия. Армия от 12 до 15 тысяч штыков. Серьезная армия, хорошо вооруженная. Это вот та сила, на которой держалась наша Башкирская республика, наше башкирское правительство, которое потом создалось после того, как Башкирская республика образовалась, Башкортостан. Вот это центральное башкирское шуро преобразовалось в Башкирскую республику. Вот. Именно башкирская армия обеспечивала легитимность нового государственного образования у башкир. И когда они приняли, скажем так, да, Башкирскую республику,
и начали воевать на стороне белых, они держали фронт длиной 400 километров, практически от Оренбурга до Екатеринбурга, ну, примерно, да, вот. И еще раз говорю, с нами считались, и атаман Дутов считался, и другие белые генералы. И почему башкирское правительство перешло на сторону красных? Многие сейчас, кто не знает историю, говорят о том, что башкиры предали, да, то есть белое движение и так далее. Нет, наоборот, предательство было именно со стороны белого движения. После того, как Колчак, скажем так, захватил власть, сделал переворот, свергнул вот эту вот уфимскую директорию, которая была после Камуча, вот, захватил, узурпировал власть, скажем, стал диктатором, ему присягнули остальные все генералы, да, то есть и атаман Дутов, там и Деникин на тот момент. Что произошло дальше? Колчак был сторонником единой и неделимой России, империи. Он считал, что никаких не должно быть национальных республик, образований, что тем более никаких не должно быть отдельных армий у этих республик. Все они должны были подчиняться непосредственно белому командованию напрямую, без каких-либо там национальных образований. Даже надо отметить, что это была большая ошибка со стороны Колчака, естественно, именно поэтому они, я считаю, что проиграли, потому что даже генерал Маннергейм, финский генерал, да, создатель финской государственности Финляндии, он предлагал Колчаку, то есть, да, что вообще белому движению предлагал, что вот давайте я выставлю 100 тысяч штыков, то есть мы захватим Петроград на тот момент, поможем Юденичу, вот, а вы нам за это дадите независимость, признаете, как бы, да, независимость Финляндии. Колчак отказал ему, потому что он сказал, что Россия единая и неделимая, никто не будет отделяться, империя сохранится. Он был в себе уверен, очень был самоуверенный, он тогда считал, что как бы его западные страны поддерживают, страны Антанты, то есть у него там есть оружие, есть люди, то есть он победит большевиков. Вот. И вот он издал такой указ о том, чтобы расформировать все национальные правительства, ликвидировать все республики, а именно арестовать, то есть тогда была и Алаш-Орда, да, вот казахское правительство, то есть он издал указ ликвидировать и башкирское правительство в том числе, арестовать, точнее ликвидировать башкирскую государственность, башкирскую республику, арестовать башкирское правительство и расстрелять. Вот это вот свой указ, депешу вот эту он отправил Дутову, атаману Дутову. А так как, еще раз говорю, линию фронта вот эту вот на Урале держали башкирские войска, они перехватили эту депешу под видом того, что там собираются менять коней, вот этих вот гонцов там где-то оставили, посадили там в какую-то избу, прочитали вот эту депешу, вызвали срочно Заки Валиди. Как сам Заки Валиди пишет в воспоминаниях, что он там проехал 80 верст для того, чтобы прочитать вот это вот донесение Колчака к атаману Дутову. Когда приехал, прочитал, там было написано такое, что арестовать башкирское правительство, расстрелять, ликвидировать всю башкирскую, как бы, да, то есть арестовать всех башкирских военнослужащих, отобрать у них оружие и так далее. И ликвидировать полную башкирскую государственность. Заки Валиди после этого прям напрямую позвонил атаману Дутову, в прямом тексте сказал ему, что ты... Атаман Дутов его приглашал к себе в гости. Там, приезжай ко мне, там как будто бы ничего не случилось, приезжай ко мне. А Заки Валиди ему прямо сказал: кого ты хочешь обмануть? Ты же хочешь меня арестовать. Ну и там сказал ему пару крепких таких башкирских слов. Вот, после этого что оставалось делать? Понятно было, что Колчак будет
продолжать гнуть свою линию по единой и неделимой, не даст никаким башкирским правительствам, казахским правительствам там образовываться, существовать и так далее. Они начали искать выход. Самая основная цель у башкирских национальных деятелей, у наших лидеров того времени было сохранить республику, детище, да, ихнее. Они вынуждены были пойти на переговоры с советской властью, которая пообещала им, что республика, они признают республику, республика сохранится башкирская. Вот. Все после переговоров, когда было подтверждено со стороны Ленина, со стороны Сталина, Троцкого о том, что действительно Башкирская республика сохранится, но она войдет в состав советского государства, сохранится и башкирская армия, сохранится башкирское правительство, и все полномочия, которые есть у башкирского правительства, все сохранятся. Башкирские войска перешли на сторону советских войск, большевиков, и это обрушило фронт, то есть в эту вот брешь 400 километров, которую держала башкирская армия, хлынули войска красных, и белые начали отступление беспорядочное. Колчак, когда осознал свою ошибку, написал о том, что там издал указ, о том, что он там признает башкирскую государственность там, и так далее, но было уже поздно. Было поздно, башкиры уже были на стороне советской власти. Вот. А 20 марта 1919 года было подписано в Москве соглашение между башкирским правительством и советским правительством. То есть два равноправных правительства, две равноправные стороны подписали соглашение о признании Башкирской республики, преобразовании ее в Башкирскую советскую автономную республику в составе советского государства. Вот. Да, потом, конечно, как всегда, деятели вот этой вот империи, будь она то хоть Российская империя, хоть Советская империя, все равно это была империя, и кто бы туда ни пришел, хоть цари, хоть генсеки, они все преследовали одну цель: подчинить себе все народы, чтобы не было никаких, скажем так, сил, которые бы самоуправлялись на своих территориях. Вот. Они через год уже как бы правительство Ленина, скажем так, большие полномочия нашего башкирского правительства были ликвидированы, пересмотрены в одностороннем порядке, отобраны многие полномочия, там и экономические, да, и финансовые, то есть и армия полностью переподчинялась советскому командованию. Заки Валиди очень долго не хотел отправлять башкирские войска в Украину, под Петроград, но там Троцкий настаивал, там Ленин настаивал, там, да, то есть они понимали, что это вообще был такой большой пиар, они сделали, потом во всех газетах писали, что башкирские войска на нашей стороне, там, то есть они там отлично себя показали там в боях за Петроград. Вот. В общем, они переподчинили себе, увели башкирскую армию из территории Башкортостана, где она защищала свои дома, где башкиры себя чувствовали комфортно, когда была своя армия на земле, да, на своей. Вот. Все это. И, соответственно, все полномочия были урезаны, когда Заки Валиди, скажем так, предъявил Ленину за то, что тот в одностороннем порядке изменил соглашение, которое было подписано год назад, в 1919 году, 20 марта. Ленин назвал Заки Валиди, мол, что ты переживаешь? Наше соглашение, говорит, а на самом деле оно, говорит, это, говорит, клочок бумажки, говорит, не стоит клочка и бумажки, да? То есть нечего тут переживать, как бы, что есть, то есть, прими то, что есть. Ну, естественно, Заки Валиди не мог такое принять. Башкирское правительство вообще в полном составе ушло, а сам Заки в отставку, да? Кстати, я считаю, что это было большой ошибкой. Не надо было уходить в отставку. Если они и не уходили, как Заки Валиди, скажем так, скрылся, уехал в Среднюю Азию, начал там поднимать басмачество, да, организовал басмаческое движение, организовал Туркестан. Вот.
А башкирское правительство, оно ушло в отставку. Вот я считаю, что раз они не пошли за Заки-Валиди, и точно так же как бы, да, не перешли в лагерь, вновь в лагерь белых, про которые воевали против, точнее не белых, тогда уже как бы Туркестан воевал сам за себя, то есть воевал, да, против красных. Раз башкирское правительство не пошло по стопам Заки-Валиди, то и не надо было уходить и подавать в отставку, надо было до конца как бы, да, оставаться максимально у власти. Но они ушли в отставку, что я считаю, что было большой ошибкой. К власти пришли шовинисты в лице Шемигулова, да, Шемигуловщина такая была. Ну и они там начали кровавый террор. Это уже описано во многих документах. Поленов такой там был, когда все тюрьмы, говорит, были забиты башкирскими, говорит, военными, вообще башкирами. Башкиры считались как контрреволюционеры. Ну, террор был очень страшный. Вот. Потом, ну, там, благодаря Мусе Муртазину, да, то есть, как бы, удалось как-то смягчить. Но этот террор довел до того, что Мурзабулатов поднял восстание, вот, которое, скажем, было успешно достаточно, и только благодаря переговорам Мусы Муртазина и обману, вновь очередному обману со стороны советского командования удалось усмирить башкир, но тогда уже власть, можно сказать, сняли и Шемигулова, как бы, да, там уже Муса Муртазин пришел к власти. Вот. Что сегодня? Вот эту вот историю, я еще раз говорю, нам надо знать, понимать, какой кровью досталась эта республика нам, сколько было погибших со стороны башкир, сколько они жизни отдали за то, чтобы эта республика сохранилась. А сегодня этой республикой правят коллаборанты, манкурты в лице Хабирова, в лице Бадранова, в лице Назарова Андрея, в лице Азамата Абдрахманова, Урала Кильсинбаева, вот эти вот башкиры, да, ну и там есть и русские, и татары, естественно, они управляют той республикой, которую создал Заки-Валиди и его команда. Одновременно с этим они не вспоминают ни о какой дате образования Башкирской республики. Они не вспоминают о Заки-Валиди. Заки-Валиди под запретом. Вот. Мало того, они делают все для того, чтобы эта башкирская государственность наша, Третья Башкирская республика, сегодняшний Башкортостан, прекратила свое существование. Они все для этого делают. Они отправляют наших башкир на войну в Украину, чтобы они там погибали. Они, скажем так, внушают, набрали команду агитаторов, таких как Юлдаш Юсупов, да, там, Султан Муратов, вот эти Бадранова отправили там, да, то есть туда, в Украину, в качестве вот этого агитатора, да, замполит, да, то есть по политической, то есть он там был, что замполит делает? Он внушает солдатам, что они воюют за Россию, за Путина, против там цивилизованного мира, против всего НАТО и так далее. Вот. И вот это правительство коллаборантов, которое сегодня управляет республикой, они ту настоящую правду скрывают от населения, не говорят о ней. И я считаю, что осталось недалеко, недолго до того момента, когда всем им придет конец. Конец, потому что я считаю, что история дает нам очередной шанс, и когда уже не будет никакого союза с этой империей, с этой федерацией, мы не будем не вступать ни в какую федерацию, чтобы нас в очередной раз не обманули, как Ленин обманул Заки-Валиди, вот, как Ельцин обманул Муртазу Рахимова. Мы не будем, мы будем брать максимально. Максимально это максимум, что есть, это, естественно, независимость. Мы будем добиваться независимости Республики Башкортостан, объявлять о своей независимости, создавать свою армию, в которую будут входить все жители, да, желающие
Республики Башкортостан. И там и башкиры, и татары, и русские, и чуваши, и марийцы. Все, кто считает, что Башкортостан это его родина. Наш Башкортостан очень богатый на природные ресурсы, очень много промышленности в нем. Я уверен в этом 100%. Я разговаривал со многими экономистами. Они считают, что наш Башкортостан справится очень хорошо без какой-либо Москвы, без какой-либо империи. Сам себя сможет полностью всем обеспечить и будет и при грамотном управлении будет мощным, независимым, процветающим государством. Поэтому, друзья, я поздравляю вас, с прошедшей вот этой датой. Помните о ней, читайте о нашей истории. У нас великая история, нам есть чем гордиться. И готовьтесь к тому, рассказывайте другим, кто сомневается до сих пор, что независимость мы не сможем получить, потому что очень много таких сомневающихся, очень много неверящих, которые говорят, что мы, башкиры, никогда не сможем стать независимыми, что Республика Башкортостан не сможет стать независимой, нас захватит Америка, нас захватит Китай и так далее. Это все бред, это все чушь. Никто нас не захватит. Мы сейчас захвачены. И сейчас точно так же у нас выкачивают все наши ресурсы. Мы отдаем огромные доходы свои в Москву, в центр, которые сейчас идут на войны, на захват чужих земель, которые нам абсолютно не нужны, башкирам. Украина нам ничего плохого не делала. Поэтому рассказывайте о том, объясняйте о том, что независимость это наше спасение, что только через независимость мы сможем сохранить свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции. Вообще сможем сохраниться как народ, только через независимость. Если же мы будем оставаться в этой империи, мы через 20, через 50 лет мы исчезнем как народ, растворимся. Мы и так уже сейчас уже становится все меньше и меньше. Так вот, независимость это наш шанс. Наш шанс войти в число независимых демократических государств, вступить в ООН, образовать свою государственность независимую. Вот это я хотел вам всем сказать. Спасибо, что слушали. До скорых встреч.